Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. Состоялось очередное заседание Народного собрания Республики Абхазия. На повестке дня 26 вопросов. Компьютерное и лабораторное оборудование получил в дар Сухумский лицей-интернат в рамках программы Российского фонда президентских грантов. Детям и взрослым с инвалидностью, принявшим участие в забеге 23 июня, вручены денежные премии. Первый заместитель руководителя администрации президента Абхазии Дмитрий Шамба назначен полномочным представителем главы государства в Народном собрании. Соответствующий указ подписал президент Бадра Гунба. На состоявшемся в среду заседании сессии парламента Дмитрий Шамба был представлен депутатам. Депутаты утвердили в должности замгенпрокурора Аляса Трапши и рассмотрели ряд важных законопроектов. В начале заседания спикер парламента Лаша Ашуба представил нового полномочного представителя главы государства в Народном собрании Дмитрия Шамба. С февраля 2024 года эти обязанности выполнял Бата Лайба. Дмитрий Шамба представил законопроект о государственной пошлине, который депутаты приняли в первом чтении. Закон вводит фиксированные ставки государственной пошлины вместо расчета через минимальный размер оплаты труда, который сейчас составляет 60 рублей. Законопроект о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма также принят в первом чтении. Закон регламентирует те операции, в основном это банковские операции или операции с денежными средствами, которые попадают в категорию сомнительных операций, и полномочия кредитных организаций, финансовых организаций по блокированию таких операций, по информированию правоохранительных органов о том, что совершается сомнительная финансовая операция. Также закон содержит нормы о том, что кредитные организации Республики Абхазия должны более тщательно проверять кредитные операции, которые совершаются должностными лицами как Республики Абхазия, так и иностранными государствами. Единогласным решением путем тайного голосования Аляс Трапш был утвержден в должности заместителя генерального прокурора Абхазии. Аляс Трапш с 2013 года работает в органах прокуратуры. Начинал помощником прокурора Гудаутского района с последующим прикомандированием в военную прокуратуру. В 2014 году был назначен старшим следователем Следственного управления Генпрокуратуры. В 2019 прокурором Следственного управления. А с декабря 2019 года занимал пост заместителя прокурора Сухума. Хочу сказать, что я всецело осознаю ту ответственность, которая с этим доверием на меня возлагается, и обещаю своей деятельности оправдать это доверие. Вместе с тем хочу сказать, что те пожелания и рекомендации, которые были озвучены и на комитете, и на сессии парламента, обязательно будут мной учтены при осуществлении моей трудовой деятельности. Депутаты парламента проголосовали в третьем окончательном чтении за внесение изменений в градостроительный и строительный кодексы Абхазии. Нововведение конкретизирует полномочия местных органов госуправления. Теперь эскизные проекты и облик зданий необходимо предварительно согласовывать с местными властями для сохранения архитектурной целостности населенных пунктов и защиты прав граждан. Реализация данного законопроекта носит небольшой сложный характер до появления того самого гигантского большого плана развития всей республики в области строительства, там, территориального зонирования, генерального плана и детальных планов. Объемы данной задачи по утверждению всех представителей власти и госорганов необходимо провести огромную и большую работу. Мы проводили встречу с президентом на уровне президента и обсуждали данную тему, насколько сегодня исполнительная власть готова для подготовки данного документа. Данный документ носит фундаментальный характер, и его горизонт планирования приблизительно около 50 лет. Для подготовки данного документа необходимо достаточно большое время и фундаментальный, основательный подход. Внесены поправки в закон об управлении административно-территориальных единиц Республики Абхазия. Изменения призваны повысить эффективность взаимодействия между органами местного самоуправления и администрациями городов и районов, а также ответственность руководителей структурных подразделений. Дело в том, что в соответствии с законодательством руководители
получается, городских, муниципальных учреждений, ведомств должны назначаться, в принципе, с согласия депутатов городского собрания. Но там в результате пробелов в законодательстве получилась такая ситуация, что иногда это согласие обходилось. В первом чтении принят законопроект о регистрации автотранспорта. Депутат Инар Сацба, представлявший проект, отметил, что он устанавливает правовые основы регистрации автомобилей и исключает регистрацию специальной и военной техники. Закон требует обязательной регистрации авто по месту жительства владельцев или при временном пребывании в Абхазии, а также учете транспортных средств, ввезенных на срок более 90 дней. В процессе регистрации будут участвовать специализированные организации с лицензиями на продажу автомобилей. В данном законопроекте заложены фундаментально значимые определения, понятия, и он также регламентирует все те процессы, которые у нас по большому счету и так проходят. Однако там, в силу отсутствия закона должным образом они не были регламентированы. Со своей же стороны, уважаемые коллеги, хочу сделать небольшой акцент на статье 8, которая посвящена государственному реестру автотранспортных средств. По сути, это цифровая база данных, которая содержит все необходимые сведения, которые должны быть заполнены при регистрации. Это разного рода актуальная информация, это сведения о владельце, о действующих запретах и ограничениях, которые касаются автотранспортного средства. Парламент утвердил состав комиссии по вопросам гражданства. Принято решение ввести в состав депутатов парламента уполномоченного по правам человека и представителей Абхазского института гуманитарных исследований. Депутат Дмитрий Маршани отметил, что это позволит скоординировать работу должностных лиц, ускорить получение информации, обеспечить объективное рассмотрение заявлений и выработку коллегиальных предложений для главы государства. Также внесены изменения в Гражданский кодекс Абхазии. Законопроект направлен на расширение круга лиц, в отношении которых устанавливаются ограничения в наследственных правоотношениях. О внесении изменений в часть 3 Гражданского кодекса Республики Абхазия, значит, он касается того, что не наследуют ни по закону, ни по завещанию иностранные граждане и лица без гражданства, которые боролись или борются против независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия, планировали, подготовили, развязали войну против Республики Абхазия, также принимали участие в вооруженных формированиях, подразделениях военной полиции, правоохранительных органах, иных структурах Госсовета Грузии во время оккупации Республики Абхазия Госсоветом Грузии в период 14 августа 1992 по 30 сентября 1993 или оказывали иное содействие оккупационному режиму Госсовета Грузии, в том числе Автономной Республики Абхазия, ее структурам участвовали в военных, боевых и полицейских действиях против Республики Абхазия. Парламент внес изменения в закон о рекламе. Как пояснил депутат Дмитрий Маршани, необходимость изменений связана с запретом в Абхазии майнинга криптовалют. Новые нормы вводят запрет и ответственность за рекламу оборудования для майнинга, его компонентов, а также услуг по их ремонту и продаже. Поправки дополняют действующий закон, регулирующий производство и размещение рекламы. Депутатами был рассмотрен вопрос о включении встроенного помещения бывшей котельной Института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии в перечень объектов, подлежащих приватизации и утверждению условий его приватизации. Он был принят в первом чтении. Кундашова, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Сотрудниками службы госбезопасности Абхазии задержан гражданин Турции, который подозревается в совершении убийства на территории Турецкой Республики. Подробности в материале пресс-службы СГБ. В ходе реализации оперативной информации по подозрению в незаконном переходе государственной границы из Грузии в Абхазию в обход установленных пунктов пропуска 8 июля 2025 года сотрудниками службы государственной безопасности Республики Абхазия на посту ГАИ Ишера задержан гражданин Турции Озтюрк Али Саим Ахметович, 1973 года рождения. По оперативным данным сотрудников службы госбезопасности, задержанный гражданин Турции подозревается в совершении тяжкого преступления на территории своего государства и длительное время скрывался от правосудия, используя территорию Абхазии как укрытие. В Абхазию прибыл 13.11.2024 году. Hangi tarafından geldiniz? Kırgızistan tarafından kaçak olarak geldik. Из Республики Грузия прибыл на территорию Республики Абхазия незаконным путем. Türkiye'de arananlar cinayet olduğu için.
на территории Турецкой Республики находится в розыске за убийство. Türkiye Abhazya devlet olarak kabul etmediği için burada rahat yaşamak için. Выбрал территорию Республики Абхазия, потому что Турецкая Республика не признает и не поддерживает дипломатических взаимоотношений. Следственным отделом СГБ Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий. Гражданина Судана депортировали из Абхазии с запретом на въезд. Совместными усилиями СГБ Абхазии, Погрануправления ФСБ России и Миграционной службы республики был задержан гражданин Судана Исмаил Ибрагим Адам Али, сообщает пресс-служба СГБ. Али прибыл в Абхазию из России и остался в республике после истечения срока визы, нарушив миграционное законодательство. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что задержанный планировал организовать незаконный въезд иностранцев в страну, используя криминальные связи. Также установлено, что Исмаил Али контактировал с группой лиц, занимающихся нелегальной переправкой людей через границу. Для оценки деятельности сотрудников ГТК, несущих службу на территории Сухумского аэропорта, председатель таможенного комитета от Археце совершил инспекционную поездку. Он ознакомился с условиями работы таможенников, их готовностью к выполнению новых задач и соблюдением всех установленных стандартов. От Археце подчеркнул важность слаженной профессиональной работы сотрудников таможни в условиях растущего пассажиропотока. Председатель ГТК уделил особое внимание вопросам безопасности и эффективности работы. Компьютерное и лабораторное оборудование получил в дар Сухумский лицей-интернат в рамках программы Российского фонда президентских грантов. Министерство просвещения Абхазии завершает комплектацию компьютерных и лабораторных классов в республике. Подробности у Алики Трапш. При поддержке Российского фонда президентских грантов представители Российской автономной некоммерческой организации «ФИРОН» передали Сухумскому лицею-интернату новое лабораторное компьютерное оборудование, которое необходимо образовательному учреждению. Комплектация классов данным оборудованием поможет педагогам в процессе обучения и предоставит ученикам доступ к современным технологиям. Такие шаги, безусловно, способствуют повышению качества образования и развитию цифровых навыков у учащихся. Все эти мероприятия направлены на повышение качества образования в школах нашей страны. Безусловно, это дополнительная мотивация, повышение интереса к изучению предмета со стороны учащихся и повышение интереса со стороны педагога в части преподнесения своего предмета уже с использованием современных технологий. В этом направлении нашим педагогам тоже нужно будет учиться, но уверена в том, что для педагогов нашей страны эта проблема не будет. Наоборот, с большим удовольствием преподаватели общеобразовательных школ с новой стороны для себя откроют преподавание привычных предметов. Стоит отметить, что поставка компьютерного и лабораторного оборудования значительно обогатит образовательный процесс, сделав его более интерактивным и эффективным, а школьники смогут получить полезные практические навыки. Кабинет химии оборудован комплектом необходимых интерактивных технологий, с помощью которого детям будет интересно преподавать этот предмет, и учитель будет совершенствовать свои знания, умение пользоваться. И в итоге наша главная цель – создать условия для обучения учащихся и получить ожидаемые результаты. Большое спасибо, что мы попали вообще в этот проект, и за реализацию, поддержка министерства, потому что интернату, правда, выделяется большое внимание, могу сказать. Это уже второй по кабинету, который полностью укомплектован. У нас есть компьютерный класс. Вот сейчас естественный цикл, это химия, биология. У нас есть 2 интерактивные доски в кабинете истории, в кабинете русской литературы. Так что мы уже шагаем в ногу со временем, и, надеюсь, будет очень интересно учиться в этой школе. Организация «ФИРОН» для Сухумского лицея-интерната привезла специальное компьютерное и интерактивное оборудование для классов химии, физики и биологии. В рамках поддержки школ Абхазии каждой школе выделяется сумма порядка 1 миллиона рублей. И, соответственно, в рамках этой программы школам предлагалось 5 типов оборудования, 5 типов комплектов оборудования. Это робототехника,
Это класс беспилотных летательных аппаратов, это класс цифрового проектирования и дизайна, это компьютерный класс и класс, естественно, научных дисциплин. Вот как раз для данного лицея-интерната здесь была специальная комплектация по их просьбе, которая сочетает в себе оборудование из компьютерного класса и класса, естественно, научных дисциплин. Оборудование мы устанавливаем, проводим первичное обучение преподавателей, то есть демонстрируем, как работает оборудование, как его подключать, как его можно использовать в учебном процессе. Более того, нами были разработаны учебные материалы в виде видеолекций и видеоинструкций, и они будут доведены в виде видеоматериалов со свободным доступом для всех школ Абхазии. В настоящее время при поддержке Российского фонда президентских грантов завершена комплектация компьютерных классов в Галском, Тхорчатском, Ачимчирском и части Гагрского районов. Оснащать современным оборудованием будут и классы Сухумского и Гудаутского районов. Аля Катрапшна, Алачхинджерия, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. Столичные службы поменяли столы на Брехаловке. 5 старых столов заменены на новые, рассказал обснопресс-директор управления городского хозяйства Сухума Руслан Авицба. Авицба отметил, что это подарок первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко посетителям Брехаловки. Столешницы выполнены из дуба, а лавочки из сосны. Баннер на здании бывшего Совмина в Сухуме обновят, сообщили в пресс-службе Кабмина. Полотно с государственной символикой на здании бывшего Совета министров будет заменено на новое и установлено ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В Государственном комитете по делам молодежи и спорта прошло награждение детей и взрослых с инвалидностью, принявших участие в забеге «Олимпийский день бега» 23 июня. Это первое их участие в подобных соревнованиях. Организатором мероприятия выступил Государственный комитет по делам молодежи и спорта. Детям были вручены денежные премии. Также их поблагодарили за участие в забеге. Мы со своей стороны будем всегда вас поощрять, помогать, направлять в разные виды спорта, какие вы сможете, в каких поучаствовать, везде вас будем приглашать. И я думаю, мы вот так сообща с вашими родителями, с вашими близкими, сообща будем вместе прорабатывать эти моменты. Вы пример для подражания нашей всей молодежи, нашей республики. И в ближайшее время вот наш паралимпийский комитет уже вывозит на соревнования в Российскую Федерацию. И давайте сделаем так, чтобы вы будете регулярно заниматься спортом. Мы вместе с паралимпийским комитетом будем делать так, чтобы вы еще и представляли нашу страну за ее пределами. Я думаю, у нас все получится. Мы так обрадовались, что вы туда пришли. Все так было здорово. Для нас была очень большой неожиданность. И спасибо Лену тоже, что комитет возглавляет наши службы, который вот это все организовывает. Мы рядом с ним все время стоим и будем стоять рядом с ним и с вами. Огромное вам спасибо. И в завершении выпуска о погоде. В четверг, 10 июля, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, удушливо жаркая погода, высокий уровень ультрафиолета. Температура воздуха ночью 16-21, днем 26-31 градус, температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.